Ассаламу алейкум. Йо. Э, Добрый вечер, дорогие друзья, уважаемые подписчики и зрители канала. Вчера, 13 июля 2019 года, нашему проекту Даймок Онлайн исполнилось 5 лет. 13 июля. Э, Если кто-то из вас помнит мое первое сообщение, где я озвучил номер 8 928 002 56 56 и сказал, как чеченцам, ингушам, вообще жителям Чеченской Республики, если они где-то в дороге попали в беду и им нет рядом или на связи кого-либо, кто мог бы им помочь, что они могут связаться по этому номеру, что мы постараемся помочь. Это было, это сообщение было записано, разослано 13 июля 2014 года. Меня на этот проект надоумил в свое время один хороший человек, Саид Темирсултанов. Он живет во Франции сейчас. Сам он родом с Натеречного района, Тярки-Стервы. Саид не раз говорил, что было бы хорошо, если бы была какая-то такая служба. Если бы были люди, которые примерно этим занимались. После его слов я много думал об этом, потихоньку приходил к этой мысли, обсуждал ее со своими знакомыми, друзьями. А потом случилось так, что как раз вот 13 июля 2014 года у наших соотечественников, которые приезжали домой на праздник Ураза-Байрам, в дороге там какие-то дополнительные посты выставлялись, были какие-то проблемы большие. И ходили слухи, что кого-то задерживают там по дороге на границе, что люди пропадают. И мне несколько человек присылали вот эту информацию, звонили. И последним, кто мне позвонил и, скажем так, поставил последнюю точку в моем решении открыть этот проект, был теперь уже мой друг Денис Хачукаев. Он сейчас сам живет в Австрии. Он является моим как бы партнером по каналу Даймок Онлайн. Он занимается технической поддержкой канала. В общем, мой хороший друг. Первые три года, первые 3 года я сам один с этим номером работал. И сам получал сообщения, в меру возможности отвечал, связывался, в общем, ну, делал, что мог. А потом настал момент, в первый же месяц я начал получать, в первый же месяц я начал получать около 3000 сообщений на WhatsApp. Именно вот на тот самый номер. Не на мой основной, мой личный мобильный. Там я по большому счету и не считаю, потому что там мне и личные сообщения тоже приходят. А вот на тот номер я вот с первого месяца начал получать около 3000 сообщений. Скажу, что полгода назад мы последний раз смотрели статистику. Полгода назад, в октябре прошлого года, вот сейчас не помню, чтобы не соврать, то ли 14 тысяч сообщений, то ли 14 500 сообщений в месяц. Вот примерно такое количество было. В общем, мы как-то начали работать. Потом получилось так, что когда мне начали уже слишком много звонить ночью, за ночь меня будили 5, 6, 7 раз. И такое происходило не одну ночь, а снова и снова. То
я уже сам не смог этим заниматься и как бы обратился к своим, товарищам. И вот тот парень, Апти Садыков, которого вы, наверно, много раз слышали, когда звонили. Вот, Апти сказал, что я рассчитывал, что несколько ребят возьмут этот номер и будут там по очереди передавать друг другу, для того, чтобы, смогли отдыхать ночью. Но Апти сказал, что сам будет, принимать звонки, что сам будет этим заниматься. И фактически Апти работает на 3 работах, учится в исламском институте и принимает сообщения на WhatsApp, в общем. А, вот такие вот дела. Потом он принимает сообщения, он принимает звонки на горячую линию. Потом, спустя какое-то время, буквально через пару месяцев, 3 года назад Апти взял, этот номер себе, и 3 года уже отвечает на сообщения. Он не получает за это ни зарплаты, ничего абсолютно. У нас нет финансовых каких-то доходов, нет возможностей никаких. И получилось так, что, м, спустя уже где-то 2-3 месяца опять мой хороший товарищ, это молодые ребята, это молодые люди, хороший товарищ Ахмед Бацаев, а, я был дружен с его дядей, и Ахмед Бацаев попросился тоже помогать мне. И тогда я ему загрузил в отдельный телефон WhatsApp вот этот номер 002-56-56 и отдал ему этот номер с WhatsApp. И получается, что сам симка находится у Апти, он отвечает на звонки горячей линии, а на WhatsApp отвечает, Бацаев Ахмед. Ахмед живет, в селе Джалка, работает в Гудермесе, в водоканале. В общем, я его вижу практически раз в год, наверное, но мы постоянно на связи с ним. И Апти я довольно редко уже вижу. Вот как-то так и начали мы работать. Эти ребята уже 2 года, да, 2 года, они 3 года я сам работал, а последние 2 года мне вот ребята помогают. И потом появились очень много людей, помимо моих знакомых, помимо представителей главы Чеченской Республики в регионах, которые, работают, которым я отсылал сообщения, по которым я постоянно звонил, просил проверить ту или иную информацию, просил помочь. Помимо них появилось очень много людей. Я сейчас не скажу точно, я думаю, где-то в районе 130-150 людей у меня записаны отдельным номером, из Чеченской Республики, из разных российских регионов, из разных стран Европы, из Азии. В общем, люди, которые мне сами позвонили и сказали, если в этом регионе или в этом городе, где я нахожусь, нужна будет помощь кому-то, там надо будет поехать, что-то сделать, кому-то помочь, то запиши, пожалуйста, мой номер. Самое интересное, что 99,9 из этих людей, я их даже и не видел никогда, это незнакомые люди. Опять же, интересно, что среди них, есть не только чеченцы, есть ингуши, соответственно. Но даже, к примеру, как-то так получилось, что, чеченцы помогли этому парню. Вот он мне сам позвонил, когда нужна была помощь, пострадавшим в Невинномысске. Попросил адрес, хотел подъехать. Но там уже наши ребята вопрос решили. Я как бы объяснил человеку, что это чеченский проект. Он сказал, мне в свое время чеченцы помогли, я тоже хотел бы помогать. Честно говоря, было, конечно, очень приятно. И вот этот парень тоже находится на связи, и, мы знаем, что к нему тоже можно обратиться, когда нужна будет помощь кому-то. Вот так, в общем, проект работает. Вчера исполнилось 5 лет. Мы его как-то, не стал я отмечать, потому немножко не до этого было.
В общем, вот такие дела. Э, На чеченском скажу несколько слов. Веджи ижи аса окденушка ха сатаримал настроиться дина кыца видео ирю записать. Да я зирю смуэр дара. Хул олица хул муха табахан долша с سهر بابا اتو بوش تا سيجر بابا بلوش بوش تا هم خلاح مخ بهند يلا مو خلاح ترى البروجكت سما достаточный olsa ша бобеш кдахилит лерсон та хокон развитие хилита лерсон тундел тац ойлны шер оцуманду так на днях садим настроиться диншхена хацунала специально что видео я зирю ставмула и что док دال اتو بول مسيرة دال ديكنك دويلوين سون اوغر چوخ سون دوكم شدو اشتا اس هوند ليل دو الا هر اشتا هوند دو الا حالت زامير دوخانيات زام خل تاتغي اتشو خل تاغلا ميكشدو ميتشانا تاهم خلج غويش خلج تيغاويگ نوخشي ويخي چاني والله ويخي چاني وين يختق ويخي چاني قي هم يش دوتشة تاما دوتشة ناخ دابل خي حوسة حوشة غوش يا حوسة حوش ميتشانا اولا خيل چاوي تاقام دو تا ارغنيزم يوسن تاسيميا يوسن غوش يا حوش در ان تاميال جيم چالخي زاما يالي وين يوقيو تاق يحالخ لير همش غوش يا مسيرة دوغلش يحالخ لير همش سنج او دوك ديسونش تاق يهم حالخ ويو حدالش ويو داخواتش جو ديك خردر ال خيتر وتسونا جو دوغل لازر بادك ديش سندل ايش تومشتوك ديك نكلش ديك توك دال اتو بول مسيرة ديل ريزا خويرشون هيتسالت قميال حياك شارنا مسارنا ديل ريز خويل خيل تا او ايش الش دوكناخ دوكچو دوكنا اورتا بولش شاشا حجر روتي غوري سوازي بولش اوشي دوغلش چوخ اوشي سقتش ديل غني تمتان ليوش بوي ناخ دوكم دوكي خلنيخ سنچوخ دال سي دولش مسيرة دال ديكناك дойлы. Так, это Сардаер Зёса эфир. Когда будет встреча с подписчиками Эльюит, Сумбатек Дич, Сунсай ближайший, Тана Дасуал Мекшусо командировки, Ва Мекшусай Мухан Хрю Эл Цахасун Цачун. Хурдух, наверняка, свободный. Цахирос, Цахан, Юэл, Билгалечхана, Нагасан на лоша киет лушхалата встреча с подписчиками Элума дирду кой далмула. Хинц эхкен на природе дирду. Кстати, Шейн, предложение, пожалуйста, предложение готовы рассматривать. Меча лоша киет мегардер эл. Иштеом док. Дал это был мастерия. Салам дел чагар ва алейкум ассалам. Салам хаи цашун. Дал это было. Дал إيمانع صودو خيل قوي مسو هذيك يرش